Добрый день, дорогие абитуриенты! Позвольте представиться. Меня зовут Амирова Оксана Георгиевна. Я руководитель программы «Английский язык в современном образовательном пространстве», доцент кафедры английского языка. Цель нашей сегодняшней заочной встречи – обсудить форму и процедуру проведения вступительного испытания. Обратите внимание, что вступительное испытание по магистерской программе «Английский язык в современном образовательном пространстве» проводится онлайн. Продолжительность тестирования 60 минут. Для поступающих с ограниченными возможностями здоровья при наличии соответствующих документов время проведения вступительных испытаний увеличивается до 1,5 часов. Перейдем к содержанию вступительных испытаний. Комплексный экзамен включает 25 тестовых заданий на проверку сформированности иноязычных компетенций, а также портфолио. Тестовые задания непосредственно связаны со следующими темами. Это виды временные формы глагола, предложенные конструкции, неличные формы глагола, формы выражения нереального наклонения, синтаксическая структура предложения. Максимальный балл за тестовые задания 75 баллов. Из расчета 3 балла за каждый правильный ответ. Максимальный балл за портфолио 25 баллов. Таким образом, максимальный балл за вступительное испытание 100 баллов, минимальный балл 50. Обратите внимание на процедуру прохождения итогового испытания. Первый вход производится через логин и пароль, которые будут отправлены вам на электронную почту. Иногда почта попадает в спам, поэтому рекомендую проверить папку спам. Последующее посещение сайта под своим паролем, который вы меняете при первом входе в учетную запись. Перед каждым экзаменом нужно сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта. Это важно для того, чтобы мы были уверены, что сдает вступительное испытание именно тот абитуриент, который подавал заявление. Время, отведенное на прохождение экзамена, ограничено. У вас есть только одна попытка. Инструкцию по сдаче вступительных испытаний находится в личном кабинете абитуриента во вкладке «Нормативные документы». В инструкции пошагово написано, куда заходить и как проходить тестирование. Обратите внимание, вы входите в личный кабинет абитуриента, «Нормативные документы», и затем во вкладке «Инструкция о получении логина и пароля» вы можете найти все необходимые инструкции. Расписание вступительных испытаний находится на сайте приемной комиссии во вкладке «Магистратура». То есть вы входите на сайт приемной комиссии Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. Во вкладке «Магистратура» располагаются нормативные документы, в том числе и расписание вступительных испытаний. Доступ к экзаменам открыт с 10 часов до 22 часов. В данный период времени вам будет предоставлен доступ для выполнения тестового задания. Еще раз повторюсь, что тестовое задание выполняется в течение 60 минут. Поэтому крайний срок входа в систему – это 21:00. Вход в систему производится только один раз. Вступительные испытания для магистерской программы «Английский язык в современном образовательном пространстве» 15 августа. Резервный день 17 августа. Для того, чтобы успешно сдать вступительные испытания, необходимо ознакомиться с программой комплексного экзамена, который вы также можете найти на сайте приемной комиссии во вкладке «Магистратура». В программе вступительных испытаний вы найдете темы, с которыми необходимо ознакомиться. В основном эти две темы связаны с морфологической структурой английского языка и синтаксической структурой английского языка. Страноведческих вопросов в тесте нет.
Для подготовки к тестовым заданиям вы можете воспользоваться любыми грамматическими пособиями по английскому языку, раскрывающими в полном объеме следующие темы. Во-первых, это виды временные формы глагола, предложные конструкции, неличные формы глагола, формы выражения нереального наклонения, а также синтаксическая структура предложения. Мы рекомендуем учебник в 2 частях по грамматике английского языка под редакцией Каушанской, либо учебник по теории и практике английского языка под редакцией Дроздовой. Обратите особое внимание на правила употребления неличных форм глагола, а также выражения нереального наклонения. В прошлом году данные разделы вызвали наибольшие сложности у абитуриентов. Разберем некоторые примеры. Пример номер 1. Because the first pair of pants did not fit properly, he asked for. И далее вы должны вставить один вариант из 4 возможных. Проанализируем 4 варианта. Another pants, other pants, the other ones, another pair. Я рекомендую сначала рассмотреть варианты, которые грамматически сформулированы некорректно. Во-первых, another pants. Местоимение another требует существительного в единственном числе. Существительное pants стоит во множественном числе, поэтому данный вариант некорректный. Если мы рассмотрим вариант номер 3, the others ones, данный вариант также некорректный, поскольку после местоимения others не требуется существительного, либо его замены. Поэтому мы фокусируем свое внимание между вариантами other pants, который является грамматически корректным, и another pair, который является также грамматически корректным. Обращаем внимание на первую часть предложенного предложения. Because the first pair of pants. Ключевое слово в данном случае это pair. Поэтому делаем вывод, что вариант 4 является корректным вариантом. Another pair. Рассмотрим пример номер 2. The committee has met and. По той же схеме сначала анализируем варианты, которые являются изначально грамматически некорректными. Например, It has formulated themselves some opinions. В данном случае возвратное местоимение themselves стоит во множественном числе, а подлежащее it стоит в единственном числе. Вариант некорректный. Вариант номер 3. As decision was reached at. Во-первых, есть несогласованность с точки зрения временной категории. Первая часть предложения has met стоит в настоящем перфекте, вторая часть не может стоять в прошедшем времени. И, во-вторых, предлог at избыточный. Поэтому фокусируем свое внимание между вариантами they have reached a decision and it has reached a decision. Мы знаем, что собирательные существительные, такие как committee, group, team, government, могут коррелировать с глаголами как в единственном, так и во множественном числе. Однако союз and показывает, что дальше должна идти следующая часть сложно сочиненной конструкции. В сложно сочиненной конструкции подлежащее первой части коррелирует с подлежащим второй части. Поскольку в первой части подлежащее стоит в единственном числе, the committee has met, делаем вывод, что подлежащее второй части должно также стоять в единственном числе. Правильный вариант it has reached a decision. Рассмотрим вариант номер 3. After the funeral, the residents of the apartment building, and then comes the continuation. Данное предложение фокусирует наше внимание на порядке слов. Правильный порядок слов соответствует следующей схеме. Сначала идет сказуемое, затем идет прямое дополнение. Если есть несколько обстоятельств, то обстоятельства располагаются следующим образом. Сначала обстоятельства образа действия, затем обстоятельства места, и на последнем месте стоит обстоятельство времени. Таким образом, вариант номер 3 корректен. Send flowers faithfully to the cemetery each week. Рассмотрим вариант номер 4. Alfred Adams has not, and then comes the continuation. По нашей схеме сначала отбрасываем варианты, которые некорректны. Например, lived lonelinessly in times previous.
Во-первых, в данном случае некорректен порядок слов. Во-вторых, отсутствует в английском языке такое наречие, как lonelinessly. Далее, если мы рассмотрим вариант номер 2, встречаются два отрицания. Not с одной стороны и с другой стороны отрицательное наречие never, что тоже не соответствует норме английского языка. Обращаемся к варианту номер 4. В данном случае before lived without the company of his friends нарушается порядок слов, поскольку before соответствует функции обстоятельства времени. Должно уходить либо в начало предложения, либо в конец предложения. Отсюда делаем вывод, что корректный вариант номер 3. Ever lived alone before. И, наконец, пятый вопрос. John's score on the test is the highest in the class. Then comes the continuation. И этот пример связан непосредственно с употреблением инфинитивных конструкций, инфинитивных форм с модальными глаголами. Рассмотрим вариант номер 2 и номер 3. He should have studied last night and he must have studied last night. Значение should с перфектным инфинитивом сожаление о том, что не было осуществлено. Семантическое содержание начала предложения John's score on the test is the highest in the class предполагает идею о том, что субъект данной конструкции готовился к данному экзамену. Для того, чтобы показать нашу уверенность в том, что он готовился к экзамену, мы останавливаемся на варианте must плюс перфектный инфинитив. He must have studied last night, что переводится как он должно быть готовился к экзамену вчера. Переходим к содержанию портфолио. Как я уже отметила, 75 баллов – это максимальный балл за тестовую часть, 25 баллов – это максимальный балл за портфолио. 25 баллов распределяются следующим образом. Во-первых, 5 баллов, если у вас в портфолио диплом с отличием бакалавриата либо специалитета. Подтверждается копией диплома. Далее. Нужно обязательно подтвердить, если имеется педагогический стаж в общеобразовательных, профессиональных образовательных организациях в качестве учителя, преподавателя английского языка. Это важно. То есть, если вы работали воспитателем, если вы работали психологом, если вы работали в развивающих центрах, это не считается педагогическим стажем. Педагогический стаж, еще раз подчеркиваю, должен быть в общеобразовательных либо профессиональных образовательных организациях именно в качестве учителя, преподавателя английского языка. До года стаж 3 балла. То есть вы могли только устроиться буквально на 1 месяц и получить уже 3 балла за педагогический стаж. До 3 лет 5 баллов, до 5 лет 8 баллов и свыше 5 лет 10 баллов. И последний момент в портфолио – это опубликованные научные работы за последние 3 года. Статьи либо тезисы докладов. Они подтверждаются копией и активной ссылкой на открытый источник. Если у вас есть одна публикация, 5 баллов, если 2 и более публикации, 10 баллов. То есть за публикации 10 баллов – это максимум. В целом максимальный балл за портфолио составляет 25 баллов. В день консультации свои вопросы вы можете задать посредством мессенджера WhatsApp по номеру 8 917 35 47 195, либо на почту, которая указана. Всего доброго! Жду вас в качестве наших будущих магистрантов.